В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у немки Ангелик Кербер в матче 4-го круга открытого чемпионата Австралии и вышла в четвертьфинал. Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» проходит в Мельбурне. Встреча завершилась со счетом 6-7, 7-6, 6-2. 28-летняя россиянка находится на 30-й позиции рейтинга женской теннисной ассоциации. Павлюченкова ранее дважды выходила в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии в 2017 и в 2019 годах. В 1/4 финала нынешних соревнований россиянка сыграет с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Встреча пройдет 29 января. Итоги турнира, призовой фонд которого составляет 49 миллионов долларов, будут подведены 2 февраля. Московский «Спартак» со счетом 7-4 одержал победу над пекинским Куньлунем в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе красно-белых хэт-трик оформил Каспарс Даугавинш. По одной шайбе забросили Федор Малыхин, Андрей Кутейкин, Артем Федоров и Александр Хохлачев. У китайского клуба отличились Лукас Локхарт на его счету дубль, а также Тревор Мерфи и Тайлер Вон, забившие по разу. «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице западной конференции, набрав 68 очков. Куньлунь идет 6-м на востоке, имея на счету 57 баллов. В следующем туре спартаковцы на своем льду примут столичное «Динамо», а Куньлунь в гостях встретится с Челябинским «Трактором». Финский нападающий Тему Хартикайнен подписал новый контракт с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение будет рассчитано до окончания сезона 2021-2022. За команду из Башкортостана 29-летний Хартикайнен выступает с 2013 года. Ранее он играл за финскую команду «Калпа», а также за канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон». В текущем сезоне континентальной хоккейной лиги финн принял участие в 46 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 13 результативных передач. Всего в КХЛ он провел 440 игр, записав на свой счет 134 шайбы и 180 ассистов. Салават Юлаев занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 57 пунктов. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» выведет из обращения 24-й номер в память о Кобе Брайанте. Об этом накануне заявил владелец команды Марк Кьюбан. Брайант провел всю карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс, где играл под номерами 8 и 24. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник 5 раз становился чемпионом НБА. Его признавали самым ценным игроком финала и сезона ассоциации. Брайант занимает 4-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. На его счету 33 643 очка. Напомню, в понедельник частный вертолет с 41-летним спортсменом разбился недалеко от Лос-Анджелеса. В результате катастрофы погибли 8 человек, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Бывшие футболисты московского ЦСКА, братья Алексей и Василий Березуцкие, вернулись в клуб. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Они назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Березуцкие вместе выступали за ЦСКА с 2002 года, завершив футбольную карьеру в 2018. В составе столичного клуба они 6 раз выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка УЕФА в 2005 году. Со сборной России футболисты завоевывали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. После завершения карьеры братья входили в тренерский штаб нидерландского «Витесса», который возглавлял бывший рулевой армейцев Леонид Слуцкий. Футболисты детской команды «Зари» 2010 года рождения стартовали на всероссийском турнире памяти заслуженного тренера страны Михаила Горы. Соревнования проходят в Москве на поле футбольного манежа Чертанова. Накануне ребята сыграли 2 игры группового этапа. В первом матче якутяне проиграли сверстниками с командой земляков из Пензы со счетом 1-4. А во второй встрече уступили московскому «Локомотиву», пропустив 4 безответных мяча. В рамках второго игрового дня «Заря» сойдется со столичной командой «Трудовые резервы». Итоги соревнований будут подведены 31 января. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.